Мы с вами договаривались, да? У вас не должны возникать вопросы после моих вопросов. Вы являетесь обращающей стороной, вы должны прийти уже с готовой, так сказать, позицией в этом смысле тоже. Так, теперь, пожалуйста, пройдите к трибуне эксперт, приглашенный Шайдулина Венера Камильевна. Ну, у вас статус другой, вы будете выступать в качестве эксперта. Я обязан вас предупредить об уголовной ответственности за отказ от дачи и дачи заведомо ложного заключения. И прошу вас подписать соответствующую подписку. Так, можно тогда ручку? Паспортные данные нужно сейчас. Копию паспорта сняли, да? Есть, да? Рука? Хорошо. Там стой. Все? Венера Камильевна, дайте информацию о себе. А вы уже выступали, да? Ну все тогда. Тогда мы вас слушаем. Уважаемый суд, я представляю организацию Кадыр Касиет. Это общественная организация, которая занимается вопросами соблюдения международных стандартов и дает заключение в части рассмотрения дел, касающихся именно соблюдения прав человека, которые в той или иной стране являются обязательными для исполнения. При этом мы также направляем жалобы и обращения в Комитет ООН по правам человека в случае, если были выявлены какие-то факты нарушения. Опыт работы Кадыр Касиет достаточно большой, больше 10 лет. Мой опыт как эксперта научный составляет 9 лет. Я автор более 100 научных работ, в том числе по вопросам международного права. Таким образом, могу говорить о том, что то заключение, которое подготовлено мной организацией Кадыр Касиет, можно признавать достоверным. Мы рассмотрели оспаримую норму, часть 2 статьи 17, часть 3 статьи 17 закона Кыргызской Республики о некоммерческих организациях на предмет соответствия тем международным стандартам, которые являются обязательными для исполнения в Кыргызской Республике. В частности, в Конституции Кыргызской Республики указано, что норма международного права также является составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Таким образом, они являются обязательными для исполнения, и это же указывается в законе Кыргызской Республики от 24 апреля 2014 года о международных договорах Кыргызской Республики. Таким образом, суть нашей экспертизы была в том, чтобы проверить соответствие оспаримых норм международным стандартам. В частности, нами было установлено, что в настоящее время в Кыргызской Республике ратифицировано и действует, соответственно, Международный пакт о гражданских и политических правах, который устанавливает право на свободу ассоциации общественных объединений. Такое же право установлено в Конституции Кыргызской Республики. На самом деле, несмотря на то, что Международный пакт о гражданских и политических правах устанавливает только общие какие-то моменты, касающиеся такого права, тем не менее, есть определенные разъяснительные документы, которые говорят о том, как это право должно быть реализовано. В частности, такие рекомендации говорят о том, что право на свободу объединения – это прежде всего такое право, которое фактически порождает у государства позитивную обязанность содействовать гражданам не только в создании общественных объединений, но в эффективном их функционировании и не вмешиваться в их деятельность. Это установлено в том числе рекомендациями ОБСЕ по реализации права на свободу объединений. Далее стоит уточнить, что в Международном пакте о гражданских и политических правах, часть 2 статьи 22 этого пакта, указывается, что это право может быть ограничено, но ограничено только в определенных случаях. И эти случаи тоже коррелируют с Конституцией Кыргызской Республики. При этом есть определенный, скажем так, тест,
который позволяет определить, насколько то ограничение, которое есть, а финансовая отчетность и любая другая информация тоже является ограничением, как раз таки ответ на тот вопрос, который сегодня поднимался в рамках судебного заседания, я сейчас тоже поясню, почему. Какие, в общем, да, есть определенный тест, который позволяет определить, является ли такое ограничение допустимым. Этот тест содержится в сиракузских принципах толкования ограничений прав, которые содержатся в Международном пакте о гражданских и политических правах. И указывается следующее, что такие ограничения должны быть законными, установлены законом, должны преследовать законную цель, быть соразмерны и необходимы, и требования должны быть недискриминационными. Мы этот тест провели, он содержится в заключениях. Я сейчас сначала расскажу, почему же это является ограничением, чтобы перейти непосредственно уже к этому тесту. Почему же финансовая отчетность и любая другая информация может считаться ограничением? В частности, есть определенные, опять-таки, рекомендации. Сейчас я прям их формулировки зачитаю, которые как раз-таки позволяют понять, что, да, вот как раз-таки нашла. Значит, Европейская комиссия за демократию через право, Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ сделали совместные руководящие принципы по свободе объединений. В этих принципах указывается, что отчетность должна быть недискриминационной, то есть не только отчетность, но любая информация, прям так и сказана формулировка. Она должна быть недискриминационной не только по форме, но и по порядку опубликования, но и по порядку предоставления, то есть она должна быть такой же у некоммерческих организаций, как и у коммерческих. В настоящее время данное требование по публикации отчетности установлено только у некоммерческих организаций, у коммерческих его нет. То есть фактически можно говорить о том, что необходимость публикации такой отчетности, в том числе даже если эта отчетность содержится, точнее, если эта информация содержится в других отчетах, повторное, можно, да, сказать, такое заполнение этой отчетности, является обременяющим функционирование общественных объединений. Кроме того, возвращаясь к тесту, мы говорим о том, что необходимо проверить эту норму на предмет соответствия этому тесту. На самом деле в рамках экспертизы, которую обычно проводят органы не только Кыргызской республики, вообще в принципе, да, других стран, которые присоединены к Международному пакту о гражданских и политических правах, этот тест является обязательным в этой экспертизе, потому что просто это обязанность государства, которое присоединилось к Международному пакту. Соответственно, мы проверяем, установлены ли требования законом. Да, установлено, соответствует. Да, первый элемент. Второй, преследует ли законную цель. Здесь есть некоторые риски. В частности, как раз-таки руководящие принципы по свободе объединений указывают, что предоставление финансовой отчетности должно преследовать законную цель и направлена на предотвращение реальной, а не гипотетической опасности. В ходе экспертизы и выступлений, уточняющих, да, выступлений в настоящее время сторон, выявлено, что фактически гипотетическая опасность – это неинформированность населения. Но опять-таки в руководящих принципах по свободе объединения указано, что контролировать денежные средства и знать информацию о тех денежных средствах, которые получает некоммерческая организация, может только донор, а не государство. То есть вот именно, точнее, требовать публикации, да, такой отчетности может только донор. Это вот указано в руководящих принципах. Далее, требования, третий, да, пункт требования соразмерны и необходимы. Соразмерность обычно тоже оценивается с позиции именно, насколько вообще необходима публикация вот этой отчетности и соответствует ли это тем ограничениям, которые установлены в пакте. Это мы уже сегодня говорили, да, многие об этом говорили. Это безопасность, права и свободы человека. Это, то есть нужно оценить, да, насколько вот это вот необходимо было вот этим вот целям, да, насколько они соразмерны. И здесь тоже имеются риски, в частности, непонятно, да, как эта информация, точнее, непонятно, во-первых, какие риски, да, преследуются, и, соответственно, непонятно, как же это требование может эти риски уменьшить. То есть такой анализ тоже должен был проводиться. Следующий пункт, что требования недискриминационны. Ну, я уже говорила о том, что так как коммерческие организации не публикуют, тут имеется риск наличия, да, дискриминации. И последнее – это требование провоцирует вмешательство.
Несмотря на то, что в пояснительной записке было написано о том, что такое требование установлено для информирования населения, фактически есть риски того, что это требование установлено для контроля дополнительного, потому что есть схожая судебная практика у Комитета ООН по правам человека, в частности, например, Михайловская против Белоруссии, которая указывает, что когда государство, скажем так, говорит о том, что за непредоставление какой-то информации может быть процедура ликвидации или другая ответственность, неважно. Здесь имеются риски того, что Комитет ООН может признать, в случае наличия вот такого последствия, может признать ситуацию несоответствующим пакту. Таким образом, в ходе заключения также мы посмотрели, какой же опыт зарубежных стран. И вот сегодня прозвучало, я, к сожалению, с документами сторон только вот на заседании знакомился, прозвучало, например, что в Азербайджане есть такое требование, но при этом как раз-таки ОБСЕ, рассматривая излишнюю финансовую отчетность и иную информацию, предоставляемую некоммерческими организациями, говорила о том, что у Азербайджана самый неудачный был опыт в части установления обязательного предоставления консолидированной информации. Вот я могу прям даже зачитать, что в 2009 году была введена вот как раз-таки это консолидирующая информация, которая состояла из 4 определенных частей. И при непредставлении такой информации устанавливался штраф. И в 2011 году, когда отчетность такая начала действовать, то есть такая форма начала действовать, 1/3 некоммерческих организаций представили данные отчета с ошибками. И в итоге министерство приняло решение просто эту отчетность отменить, потому что ее неправильно подавали, и это влекло за собой последствия, которые как раз-таки являются нарушением права на свободу объединения. Поэтому Кадыр Касиет и я, как эксперт, сделали вывод, исходя из того, что было сказано, что есть риски нарушения оспариваемой нормы статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, так как схожие случаи уже рассматривались Комитетом ООН, и, в принципе, тот тест, который должен был проводиться и провелся нами, это показывают. Соответственно, говоря о том, что в Конституции Кыргызской Республики установлена также необходимость соблюдения норм международного права и установлено право на свободу объединения, которое идентично установленному в Международном пакте о гражданских и политических правах праву, можно сделать вывод, что имеются риски несоответствия. Спасибо. Вы закончили? Да.